Около 30% татар исповедуют православное христианство, а это около 2 миллионов человек. За счет фактора православных татар в Республике Татарстан православных христиан по численности больше, чем мусульман. Таким образом, республика не является исламским регионом. Такая ситуация и по всей России, и на всем постсоветском пространстве, везде, где живут татары. К слову, большинство татар проживает на своей земле, за пределами Татарстана, во всех субъектах Российской Федерации, и исторически с ним не связаны. Когда они принимают православие, то совершенно справедливо замечают, что пришли в христианство не из ислама, что мусульманами никогда не были. Я сама тому пример. Я никогда не была мусульманкой, при этом мы все христиане восточной культуры. В этом контексте логичнее говорить не о 20 или 30 миллионах мусульманах, а о 20 и 30 миллионах людей восточной культуры, которыми просто необходимо заниматься и их необходимо окормлять. Остро стоит вопрос, как проповедовать Христа людям восточной культуры, сохраняя при этом межнациональный и религиозный мир. На этот вопрос дает ответ утвержденный 27 марта 2007 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви официальный документ «Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви», разработанный Синодальным миссионерским отделом Московского Патриархата. Миссионерская задача – нахождение условий для христианизации национальных культур на базе их созидательных составляющих. В разделе, посвященном методологии православной миссии, указаны глобальная и ближайшие ее цели. Конечной и глобальной целью православной миссии в широком понимании является осуществление изначального замысла Божия, теосис, обожение, всего творения. Ближайшей целью миссии является созидание евхаристических общин до края земли. Таким образом, мы видим, что еще в 2007 году был принят важнейший документ, отвечающий на главный вопрос – как мудро и по-простому проповедовать благую весть народам восточной культуры. Ведь таковых свыше 30 миллионов человек только в России, а с учетом стран СНГ и других интеграционных проектов их количество значительно увеличивается. Осталось только реализовать эту программу практически, чем и занимается Московская татарская православно-христианская община. Чтобы люди могли помимо литургии дальше продолжать свое национальное объединение, да, чтобы мы могли, татары, после литургии все вместе собираться и поесть ашарга перемеслер берсек, да, берсек казети серге, очень правильное. Да? Это нормально, чтение мы проводим, это хорошо, конечно, что мы раз в год собираемся, но важно, чтобы наши встречи были регулярными. Поэтому я очень настаивал на то, чтобы молебен наш совершался еженедельно. Нормально будет, если будет храм, в котором иконы изображены на восточный манер. То есть как Христос изображен как татарин и Богородица, да, и святые тоже изображались быть, те святые, которые, конечно, например, Авраамия Болгарский можно вполне изобразить на восточный манер. Вот икона Курултай татарских святых, можете потом подойти, кто не видел, в том году там изображены татары коренные, которые, собственно, их и логично так было бы изображать. Вот, если бы со временем такой храм появился бы в Москве хотя бы, было бы, мне кажется, очень, очень хорошо. Владыка. Возможно, вообще... В этом подворье я готов построить, пожалуйста, на всех тюркских языках и не только на тюркских языках служения. Да. Хотелось бы иметь, конечно, в будущем, если Бог благословит, храм, в котором вся внешность, наружность выстроена на восточный культурный манер. Десяток хотя бы лиц восточной наружности и людей, придерживающихся вот этой восточной своей культуры, да? Что человек понимал, что если он примет православие, он никакого предательства своей культуры, своих родственников не совершает. Но для этого должен быть, во-первых, самое минимальное, что мы можем, это совместная литургия. Возглавляющим миссионерский отдел синодальный, да, подтвердили, что такая литургия будет, она планируется. Не только на татарском языке, я попросил, чтобы и на алтайском языке мы могли туда вставлять что-то. Возможно, и кряшин пригласим, чтобы они в своей традиции тоже что-то там вставляли. Так что такая литургия обязательно будет готовиться. У православной общины есть возможность сейчас повлиять на изменения в Конституцию. В частности, на преамбулу в Конституцию вышел заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малафеев с этими предложениями. Естественно, не сам он их придумал, не только свою точку зрения высказывает. В частности, предполагается упоминание Господа Бога у нас в преамбулу включить, благо в гимне, слава Богу, Господь Бог у нас упоминается. Включить определение семьи как союза мужчины и женщины. Включить упоминание традиционных ценностей духовных. Ну и сейчас идет дискуссия о возможности упоминания православной веры
преамбуле. Поэтому я просил бы тоже вашей поддержки в этом. У нас действительно есть возможность Конституцию, как мы ее называем, русской мечты сделать. Ну, по данным многих исследований, которые проводились в России и проводятся, до 80% опрошенных считают мигрантов, например, источником повышенной криминальной опасности. Каждый 10-й житель России высказался против приема мигрантов вообще, а каждый второй против приема мигрантов некоренной национальности. То есть, в целом, у русских людей, которые, в общем-то, в большей степени являются крещенными, есть некое опасение по поводу восточных народов, в данном случае мигрантов. Нам, как христианам, может быть, интересно будет знать о таких прецедентах, как миссионеры, следующий случай, когда миссионеры-мусульмане распространяют свою религию в Москве, в разных других точках нашей страны, например, у входа в храм святителя Филиппа, митрополита Московского, это на проспекте Мира, рядом с мечетью. И возникает вопрос, как мы должны к этому относиться? Должны ли мы этого бояться? И здесь, мне кажется, если мы посмотрим на Священное Писание, мы увидим, что Бог посылает чужеземные народы на народ Божий в моменты отступления народа Божьего, в моменты его каких-то грехов, в том числе междоусобных войн, в том числе идолопоклонства и всякого рода нечестия. Если мы обратимся к русским летописям, мы увидим, что монголо-татарское иго было осмысленно точно так же. Нападение, я сейчас хочу зацитировать одну из кратких очень повестей Древней Руси. «Кто, братья и отцы и дети, не восплачет, видя такое Божие наказание всей русской земле? За грехи наши Бог напустил на нас поганых, ведь Бог в гневе своем приводит иноплеменников на землю, чтобы побежденные ими люди обратились к Нему, а междоусобные войны бывают из-за наваждения дьявола». Таким образом, и библейское осмысление, и история церкви говорит о том, что присутствие каких-то чужеземных народов, говорящих на языке непонятном, это действие Бога в истории. Если мы вспомним святителя Иоанна Златоуста, который в Константинополе основал храм для чужеземных народов, он, в частности, говорил, и служил службу на их языке, он, в частности, говорил, что варвары, это все не греки тогда, варвары – украшение церкви. Другими словами, я бы хотел перенести ситуацию в нашу жизнь. Узбек, православный, конечно, татарин, православный киргиз – это украшение церкви. Хотим ли мы, чтобы наша церковь так украсилась, наши приходы? Мне кажется, это важно помнить. Российская империя выдавала поддержку тем, кто принял православие против их конкурентов. Но этот этап такого стремления все-таки просвещать народы в новоприсоединенных территориях сошла на нет при императрице Екатерине II, которая, желая понравиться местным лидерам, местным старейшинам, она ограничила даже финансовую поддержку. Энтузиазм среди миссионеров падал, местные лидеры духовные приобретали авторитет среди местного населения, тем самым увеличивая отпад от православия. Из-за того, что не сохранялась четкая линия по просвещению и появлялась такая нестабильность, мы не смогли наблюдать тот эффект, который был в других народах, что спустя 3-4 поколения люди считали же себя русскими и православными. Из-за того, что уже во 2-3 поколении было большое отпадение, это уже не наблюдалось. Святейшему Синоду был доклад в 1904 году, что отпало 24 тысячи татар в ислам, среди которых 11,5 тысяч женщин. Настолько был урон нанесен веротерпимой политике императрицы Екатерины II. Тому, что многие крещенные в Поволжье, в Сибири возвращались в язычество и ислам. Таким образом, это создало серьезные трудности для миссионеров и, естественно, сокращало в них энтузиазм. Политика государства должна быть всегда постоянной и на многие года неизменной.
Если предположим, что мы открываем такой центр по инкультурации, возможно, это будет государственный проект, я это тоже учитываю. То есть, скажем, если это является государственным проектом, вот, наше государство многоконфессиональное официально, да, и ислам одна из религий, вот, то туда можно было бы включать для желающих и проповедь православия, и проповедь ислама. Но опять-таки я должен подчеркнуть, не радикального ислама, а это должны быть проповедники, ну вот, как бы толерантного, того ислама, который, ну вот, более традиционен для России. Нормально, 3 детей воспитываем, проблем нет никаких. Но мне, наверное, немножко повезло, она у меня такая, более атеист. Вот поэтому я всех 3 детей крестил. И, ну, пока мы к вере не возвращаемся, она потихонечку зреет, храмы со мной посещает, проблем с этим нет. Прям вот требуйте, что в Конституции должно быть написано, что мы все верующие, мы требуем. И вот этого надо сейчас делать, потому что именно сейчас это может быть услышано. Россия православная. Аминь. Шатлык, там башкала, чиста Юргеман. Аминь. Завалили.